Икрамидин Назирович, пожалуйста. Да, есть вопрос. Вопросы. Вот вы изучали, я прикладывал к ходатайству постановление о возбуждении уголовного дела. Вот как вы считаете, уголовное дело возбуждено по факту или в отношении конкретных лиц? Если вы мне напомните резолютивную часть, если зачитаете, у вас есть, у меня просто нету под рукой. Икрамидин Назирович, давайте сегодня будем обсуждать вокруг того предмета, который стоит на разрешении Конституционного суда. Хорошо? Что касается там факта возбуждения уголовного дела сейчас, каких-то цифр, каких-то дат, это не будет иметь какого-либо значения для оценки с точки зрения Конституционного судопроизводства. Пожалуйста. Вопросы ваши? Тогда у меня не будет вопросов, если это... Уважаемые судьи, есть вопросы к представителю Генеральной прокуратуры? Самат Куштабекович. Да. Микрофон. Можно один вопрос? Скажите, пожалуйста, как автор Уголовного процессуального кодекса, генеральный прокурор, прокуратура, да, почему установлены разные пределы прав суда апелляционной и кассационной инстанции? Разные субъекты обжалования, да? Ну, если я понимаю ваш вопрос, относительно того же вопроса, это, наверное, вопрос вытекает от предыдущих вопросов адвоката Айткулова, могут ли обжаловать иные лица. Конечно, мнения здесь сегодня выслушал, расходятся, но если исходить от 100-й Конституции, иные лица, следует отметить, что в уголовном деле, в уголовном судопроизводстве на стадии судебных разбирательств к одному уголовному делу могут быть соединены ряд уголовных дел. И круг лиц не обязательно должно быть одно лицо. Могут быть 5 лиц, могут быть 10 лиц. В отношении разных лиц суд подходит индивидуально, и в отношении каждого лица будет вынесен индивидуальный судебный акт в виде обвинительного приговора, в виде оправдательного приговора или же постановления. Если особенная часть Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, то суд вправе вынести постановление. В данном случае правильно отметили, что 100-я статья Конституции Кыргызской Республики четко прописаны. Первые 3 словосочетания 100-й статьи Конституции Кыргызской Республики определяет, что процессуальное право участника судебного процесса, запятая, а также иных лиц, определенные законом. К этим иным лицам могут быть другие субъекты уголовного судопроизводства, в отношении которых могло быть прекращено в ходе судебного разбирательства. Если это прекращено, то лицо будет освобождено от уголовной ответственности. У него статуса осужденного либо оправданного не будет. В этой части мы считаем, что иных разночтений, либо каких-либо разных толкований быть не может. Конституция Кыргызской Республики четко и правильно прямо прописала, отсылая на норму Уголовного процессуального кодекса. Еще есть вопросы? Самат Куштабекович. Спасибо. Нету вопросов? Давайте. Вот такой вот, Умарбек Курманбекович, скажите, пожалуйста, вот мне интересен вообще процессуальный порядок выделения уголовного дела. Да? Ну вот даже возьмем вот это дело, основное дело, да, и обычно выделяет уголовное дело, когда заключается соглашение. Выделяется именно, например, в данном случае Узбекова должно было быть выделено? Или в связи с чем Сакимбаева было выделено? Вот этот порядок, пожалуйста, скажите для нас. В данном случае адвокат Айткулов правильно отметил. Он ссылается на даты 22 апреля и на 3 мая. Если бы процессуальное соглашение о признании вины со стороны Узбекова было заключено 21 апреля, то следователь выделил бы в отношении Узбекова уголовное дело. Основное дело в отношении Сакимбаева осталось бы, оно продолжалось бы. Но в силу обстоятельств, допытных доказательств, от первоначальных допросов, признательных показаний со стороны Узбекова, решение было принято о выделении 22 апреля.
до заключения процессуального соглашения о признании вины с основным обвиняемым Зубековым. Законодатель не определяет, законодатель четко не регламентирует и не в императивном порядке следователя не обязывает, что после заключения процессуального соглашения о признании вины следователь незамедлительно должен выделить в отдельное судопроизводство, направить уголовное дело в суд. Это право следователя, а также волеизъявление обвиняемого со своим адвокатом. Так как наряду сам обвиняемый и адвокат прекрасно осознают и понимают и знают, что при заключении соглашения о признании вины, при поступлении при предании уголовного дела суду, суд рассмотрит в упрощенном порядке. Назначит то наказание, которое определено уголовным законом в общей части. И это наказание будет удовлетворено, будет приемлемо для самого обвиняемого. Я правильно понимаю, что если соглашение соглашение о признании вины заключено, то это будет не основное, а выделенное уголовное дело из основного дела, правильно? Из основного дела. Но в данном случае это в данном случае чуть-чуть по-другому. Да, по-другому чуть. Здесь следователь исходил от общих ставок, от показаний самого обвиняемого Зубекова. Я хочу обратиться к представителям государственных органов. Да? Конституционный суд – это место, где нужно говорить аргументированно. Я не в претензию к вам конкретно, я вообще в целом говорю. Да? И здесь нельзя просто отговориться какими-то формальными доводами. Да? Именно вот правоприменительная практика не всегда положительная, не всегда, скажем, правильная, она приводит к сомнениям в законодательном регулировании. Это очень большая проблема, очень большая проблема. Поэтому за это ответственны все, в том числе именно правоприменительные органы. Правоприменительные. Если бы, скажем, в этих вещах, вообще в правоприменительной практике подобных проблем не возникало, да? Не возникало. Сомнений бы тоже не возникало. И в конечном итоге подвергаются именно законы сомнению. Поэтому к этому я прошу относиться очень ответственно в будущем, да, и быть готовыми к тому, чтобы аргументированно отвечать на все доводы, которые здесь звучат. Это, во-первых. У меня к вам вопрос вот такой, да. Нуждая, на ваш взгляд, по большому счету, насколько известно, институт вообще соглашений, да, институт соглашений направлен на то, чтобы усилить доказательную базу в отношении основных лиц преступления. Это общемировая практика. Общемировая практика. Как вы считаете, правовое регулирование, которое у них такое же регулирование, но есть понимание, да? Это что, нуждается в каком-то регулировании или не нуждается вообще ситуация? Да? Здесь же получается, что основной человек подписал соглашение со следствием, а вот те сопутствующие, там, каким-то образом причастные к этому основному событию преступления, да, они потом в конечном итоге получается вот такая ситуация. Я хочу услышать вашу позицию, как руководителя самого главного подразделения прокуратуры, именно в этом смысле. Пожалуйста. Да. Уважаемый председатель, в этой части следует конкретизировать, следует детализировать, так как после закон предоставляет возможность обвиняемому заключить соглашение о признании вины, показания которых, вы верно отметили, они очень веско и прямо влияют на доказательную базу основных и других фигурантов уголовного дела. Так как показания лица, которое заключило соглашение о признании вины со следствием, эти показания озвучиваются и в зале судебного заседания под председателем следственного судьи. Тем самым эти показания подтверждаются протоколом судебного заседания в рамках судебного материала. Эти показания, они важны в будущем, так как, уважаемый докладчик правильно отметила, при заключении соглашения о признании вины данное уголовное судопроизводство направляется в суд в Пермь, выносится приговор, и, возможно, будет положено основание для других лиц, если, конечно, используют эту позицию адвоката других участников, либо государственный обвинитель. В данном же случае по институту соглашения о признании вины, чтобы не было
разных пониманий статьи 142 Уголовно-процессуального кодекса, в частности, выделения уголовных дел, либо в особенной части в особом судопроизводстве по соглашению о признании вины, следовало бы, конечно, конкретизировать срок выделения, обязанность, императивность выделения именно уголовных дел и, в принципе, порядок их направления в суд. То тогда было бы легче для судов общей юрисдикции при рассмотрении данных уголовных дел, так как лицо, подписавшее соглашение о признании вины, на предварительном слушании вправе отказаться от той процедуры соглашения о признании вины, то в этом случае суд обязан будет рассмотреть в общем порядке. И те фигуранты, которые остались на стадии следствия, в будущем они прибудут в суду, будут преданы суду, и уголовное дело будет соединено в одном производстве. Вот в этой части, чтобы этих моментов в правоприменительной практике не приводили к разному толкованию, следовало бы детализировать, конкретизировать статью 142. Спасибо. Есть еще вопросы? Скажите, пожалуйста, когда заключается соглашение о признании вины, он только признает вину или все-таки дает показания на других лиц тоже? И насколько вот это, если дает показания, вы считаете, что это влияет имеет какое-то значение для других этих сторон, да, участников процесса? Общие принципы уголовно-процессуального закона гласят, как я выше отметил, лицо, обвиняемый, заключивший процессуальное соглашение о признании вины, вправе отказаться в суде. Во избежание при рассмотрении уголовного дела уже на общих основаниях, во избежание вынесения оправдательного приговора следователь и прокурор не допустят, сославшись на лишь одно признание вины обвиняемого. В совокупности обвиняемый должен дать правдивые показания, в том числе уличающие иных соучастников преступления, а также иные привести те факты, доказательства, либо обстоятельства, которые могут изобличить деяния иных лиц. В этой связи не только ограничивается следователь получением признания вины в совершении какого-либо уголовно наказуемого деяния, а именно дать правдивые показания и ряд других аспектов, которые интересуют органы следствия. Тогда другой вопрос. Тогда чем отличается соглашение о сотрудничестве и соглашение о признании вины между собой? Ну, на сегодняшний день в Уголовно-процессуальном кодексе Нет, в соглашения Уголовном процессуальном нету. кодексе сейчас нету, и мы понимаем соглашение о сотрудничестве. Тогда есть же теоретические аспекты различий между вот такими. Есть. И вы сейчас все-таки больше описываете соглашение о сотрудничестве, нежели соглашение о признании вины. Есть различия в Уголовно-процессуальном кодексе редакции 2017 года. Оба института существовали. Отличие было для интересов обвиняемого, его защитника, в части назначения наказания. В этой связи. Присаживайтесь. Спасибо.